Пусть думают, что мы спортсмены. За мной! Первый день в зале. Ух, я молодец. Второй день в зале. Ух. Третий день в зале. Похудела на 20 килограмм. Убрала живот. Накачала попу. Четвертый день в зале. Помогу похудеть. Запускаю марафон похудения. Наставничество. Записывайся. Итак, короче, достар мен сізге бүгін сөйлеймін вообще, что в центре Куватова лечит. Бұнда өтінде мына көп балалар келелер лечит секторге, не только балалар, олылар да келелер, яшьтер да келелер. И в основном бұнда лечит енді грыжи, протрузии, ну, олыларды қынайды. А балалар енді мына неменде проблемаларыма келелер, достар. Мен на самом деле білмеймін, хәзір хочу мына Айрат Салаватовичу задать пару вопросов. Нифига себе, короче, достар, представляете, мы даже из Калмыкии келгендер лечиться итірге бұнда центр Куватова. У нас бляха бөтінде был Айрат Салаватович, сам основатель центра Куватова. Айрат Салаватович, скажите, пожалуйста, вообще в основном, с какими болезнями приезжаете сюда? Мы лечим любые заболевания опорно-двигательного аппарата, любые, будь то позвоночник, любые крупные суставы, все, что связано с работой мышц, все мы лечим. Получается, безоперационный метод лечения грыж, протрузий существует в центре Куватова, да? Если заниматься, то можно без операции. Конечно, можно. Вот, короче, Движение – это жизнь. Да, кстати, дайте промокод моим подписчикам-то. По промокоду Милюша скидка 10% всем. О, жеки, по промокоду Милюша была сақырға скидка 1%. Так что, куланат, хау болығыз, бай болығыз. Всех сняли, а меня не сняли. Ну, как мы танцуем, покажи. Давай. Тебя не сняли. Ух ты! Какая ты молодец! Красавица! Вот, Айрат Салаватович в основном занимается с детьми, и почему-то с Лейсем, походу, делал большой ребенок, почему-то она алган заниматься и а меня когда хураганим Айрат Салаватович, я хочу с вами заниматься и тем, меня не взял. Почему вас взял Айрат Салаватович? Мы потому что бесхребетная лентяйка. Я похудеть никак не могу. Вот, а ей муж обещал 1 000 000 рублей, доктор, представляете, если она похудеет. Вот, представляете, до июня месяца. Ей осталось всего 2 месяца, но у нее сдвига нету. 13 килограмм еще. 13 килограмм? Керек. А 1 000 000 керек тоже? 1 000 000 тоже керек. Болырға не знаю, мен елаем қазір. А может нафиг этот 1 000 000? Лучше здоровье. Менің шаш үстіресім келе. Ишілесінің сәсі тұря келе. Явыққыға келе. Тут что-то нечисто. Бақат сделал бірауға Ушасыда келе, нұғы шасым келе. Менің тоже ашағым келе, между прочим. Мы сегодня будем с Ринальчиком снимать вайны. Просто хотела снять хоть один сторис, как гламурная девушка. Я похожа на гламурную девушку? Нет? В смысле? Менің бірінші бисең, между прочим, гламурный имя. Кімдер білмей біліп қойығы. Альберттің бірінші бисеғі гламурная женщина. Насыл жайды, ға? Білін, вот. Біліп қой, енің бірінші қатының гламурная была. И потом тебе попалась не гламурная. В главных ролях у нас будет Дон Альберта. Он, кстати, любимчик Вайнда Альберта. Сейчас вообще Вайндар прямо просмотрлар нық көп була. И даже, кстати, подписчиктар айталар көбірек Альбертман түшірігіт. Альберт түші Вайн хайвет була. Альбертман Вайндар қызығырақ. Постоянно шайтып айталар. Особенно қатын қарғар шайтып айталар. Альберт келетіп қарап, рыбу іші. Ох ты! Альберт! Алжира хиңа балық пішіріп жатам ты. Қаралі. Ана. Это карп, самарский. О! Самарский карп ашайхың, Альберт. Иштен ме? Самарский карп екінші ашаған юқ әлі. Что волосатый? Лимон нетмәгән, угармәгән. Проверка. Ревизорра. Все чисто. Бүгін Азира иртә тұрған. Йоқынан. Я 10 минут назад встала. Она не видит, что ли? Да? Да. А то ты танчишігіне мына келем съемкаларға өте. Ринальд, всегда меня тихо,
Что правда Самара прислала, или ты врешь? Нет, Самара мама прислала. А как она тебе присылала? Что, бандеролю, что ли? В Альберсе заказываешь рыбу приходит. Прикиньте, самарские карты можно в Альберстон заказать, доктор. Еще ближе, вот, да, еще ближе, чтобы прям этот, чтобы мои волосики в носу можно было посчитать. Вот, да, отлично, мне нравится. Короче, и там есть пруд, где выращивают специально рыбы. Шуга, атай хатавалала, у них там по себестоимости можно купить эту рыбу. Хатавалала, шуга бедгаевара. Я говорю, мы когда в деревню ездим, если особенно Риналь со мной на машине, мама там из ларца, короче, открывает, то, что она полгода собирает на мясо, рыбу, вот так вот. Короче, начинает картошка, мясо, рыбу вываливать. Я говорю, нам Ну ладно, на халяву я сейчас в Рангодар, представляете, родители без конца грабят. Ну, как раньше мы в молодости. Еще до Тарай Таргаманхан у нас в главной роли будет Жасмин. Вот, это ее будет первая женская роль. Главная женская роль. Привет, Жасмин. И Ауден Бельжетти Хэр Илай. Будешь сниматься? Она уже привыкла к съемкам. Өзінің блогы бар. Вообще-то, между прочим, мой конкурент. Блогер Жасмин. Эсэхэ блогер, атахэ блогер. С пеленок блогер. Что вы смайлик не забудь поставить, сгладишь. Чего вы же смайлики не ставите? Теперь ставим. Что, правда, что ли? Риналь сказал, Риналь стал мусульманином, он сказал, теперь надо смайлики Что, ставить правда, что ли? обязательно. Нет, честно. Но он сказал, вместе Рамазан надо ставить. Вот. Все, теперь до старого шунда будет смайлик. Альберт, вот ты говоришь, что мне майку используют. Хара, Альзира сколько масла использует. Хара, хиня, ты с майкой бал, а что такое тарас? Вот это колготки, между прочим, меня не перды. Кмаленов. Кмаленов, блин. Ангельнан бойлара. Марат Ярулин. Марат Ярулин мне подарил эти колготки. Итальяна на птиганте. Представляете мне? Луи Битон. Для войны. Все, не снимай. Сколько тебе месяцев? А ты уже снимаешься в войнах башкирской домохозяйки. А представляешь, что будет дальше? Прикинь, ты пока тебе исполнится 18 лет, ты уже станешь звездой ТикТока. Тып-тыныш қылып, мен қорқа-қорқа әргем елар деп еламаны. Мен баяғы танауын ұпам өтіп, ана такая вот так делает. Ертеңсектен бері мен Альберт балық қойгайны. Бүгін балық жартыр керек, балық ашқаным келе, балық. И мына Альзира балық пішіріп қоймын. Как будто білгенный. Смотрите, какой стол накрыла. Офигеть. Рахмат, Альзира. Не стал говорить, что типа завтра съемки. И думаю, когда перед сном скажем, ложиться будем, я ей скажу, что ты приедешь, чтобы она убираться не началась. Так она все равно начала. Сейчас ревизия, говорит, приедет. Да, ревизия. Ну там, Альзира вообще эшкаша. Мы келгенде бұл шатыр моментально балық жарты берді, моментально духовка тауықты қыларды, представляете, мен даже кудасып юнғансы бесештені. Тыры будалағын шыққан. Ринал, смотри, нам курица дал. Ринал бақыр аптырған күнде балға шатырған бола. Альзира хөдәйтірге қорқа. Тәмді деп. Ашатырған бола. Боишься, да, Альзира? Потом вы уйдете. Нет, перед вами выпендривается. Потом вы уйдете. Здесь что-нибудь другое покушать. Это что за соус такой интересный? Чикен карри. О, чикен карри деген соус таштаған. Это курица вообще, я же делаю заготовки. Это из заготовки. Я просто пакеты для запекания специй бутаем, да, и туда. Потом, когда надо, достаю, жарю. Вкусно. А что, картошки нет, так к нему? Не было? Обычно просто эту курицу с картошкой делаю я. Тямбо. Не, вкусно вообще. Вон салатиком. Вот это вкусно. Очень вкусно. Ты много приготовила? А то я сейчас еще съем, ладно? Кушай. Это даже вам. О, блин, вообще вкусно. Короче, Альберт тәмдейтіп бес балықты ашап өтті, достар. Мұны қарағыз. Бұл бөреді Альберт қана ашаны. И содан соң Альзира қайта. Альзира, а ты уху умеешь мы готовить? Походу,
Альзираға уха заказать берген. Наверное, рыбе голову. А я ему вырезать Я могу дать тебе. Ему понравилась просто твоя рыба, и сразу такой, Альзира, ты умеешь уху готовить? На что ты намекаешь, Альзира, ты умеешь уху? видел, может, она ухап пішла. Еще хочешь на уху остаться, что ли? Оставляй это. Альберт енді прям в восторге Альзираның балығына. Хатта херегейдарға бітті, жүйтме уха құрайды. Уха құраған ерім күйіп кетті прям. Альзира, ты умеешь готовить уху? Короче, достар, я бір история хидейма. Конечно, за это меня по головке мои родители не погладят, им эта история не понравится. Но я хочу ее рассказать. Короче, элек менің атайым мен әсейім, олар башқұрттар бит енді екеһілі. Больно татардарды яратып бармайдар инде. Представляете ма? В итоге, алар екеһілі после развода женились, вышли замуж за татаров. Представляете ма? Какая ирония судьбы, вообще интересная, да? Ағынам, ағынам, ағынам мен хине. Яшлегім, яшлегім, яшлегім қайтсәлі. Ну, я, конечно, им не напоминаю то, что они раньше говорили. Я думаю, им, наверное, за это сейчас стыдно. Как думаешь, они меня отругают за это, Альберт? Или не надо рассказывать? А, Альберт? Айталарыңды вис Милюша бүтін секреттарды хүйдейінді деп. Ну, а чё такого-то не могу? Раньше у всех что-то было инде, уфала. У всех есть свои секреты. Которые Милюша благополучно раскрывает. Уйдап қараң, ничего страшного же, уфала. Булған немекей. За столом сидели, целая компания была, мы болтали, я, короче, убыстрила, и там ничего не понятно, что болтаем. Кешелер, алғандар шел видеоны, запись экрана іштегендар, замедленныйға қойғандар, и послушали, что мы говорим. И все, я с тех пор уже не такое видео не делаю. Короче, вот хочу познакомить, был бывший куршеляр Розаман и Ильяс. Они наш дом купили. Хотите, расскажу, как вообще они наш дом купили? Курша ауылда қонақ болып жүргендарда, чисто случайно біліп қалғандарда, что Курша ауылда үй хатыла, и решили приехать и купить. И приехали и сразу купили. Но почему-то им в доме наша вагонка не понравилась, и они решили обои наклеить. И она еще, когда мы к ней заезжали, она такая, я помыла полы. Типа, аккуратно. Ну потому что я чистоплотная, а ты что, нет, что ли? Ты тоже чистоплотная. И не утрата бы ты, наверное. Ты такая же, как я, между прочим. Это, между прочим, вот знаешь что, когда люди дом покупают, и вот на Карахин и Няхан, если дом чистый, все равно другое впечатление же от дома. Конечно. А вот заходишь иногда, когда дом покупать, да, заходишь в дом грязный, какой-то запах есть. Его неохота же покупать. Конечно. И вот чистота, это, мне кажется, важное качество. Очень Я тебе продала очень чистый дом. Очень.